давние времена жил один падишах. Он считал, что старики после 70 лет ни к чему не годны, и выгонял их из своей страны. А у одного джигита был отец, которому как раз исполнилось 70 лет. Не хотелось парню расставаться с отцом, и он прятал его в своем доме. Старик никогда не выходил на улицу. Каждый день сын рассказывал ему, что происходит на свете. «Что ты видел сегодня?» – спросил его отец как-то раз. «Сегодня?» – ответил джигит. Падишах со своими визирями пришел на берег. Они увидели, как на дне сверкает жемчужина, и заставили слуг поднять ее. Слуги ныряют, ищут, ничего не могут найти. А если смотреть с берега, ее прекрасно видно. Все очень удивляются, даже визири падишаха не знают, в чем тут хитрость. Старик его спрашивает: «Скажи-ка, сынок, а нет ли там на берегу какого-нибудь дерева?» «Именно около этого дерева и ищут». «А нет ли на этом дереве птичьего гнезда?» «Есть». «Если так, эта жемчужина лежит не на дне, а в гнезде. В воде она просто отражается». Утром следующего дня падишах с визирями снова пошли на берег. И снова люди смотрят. Есть жемчужина. Ныряют, чтобы достать. Нет ее. Не выдержал джигит и говорит падишаху: «Мой повелитель, жемчужина, наверное, в гнезде на дереве. Прикажите посмотреть». Приказал визирь слугам посмотреть в гнезде. И принесли они ему прекрасную жемчужину размером с гусиное яйцо. Изумился падишах и говорит своим визирям: «Все вы, ученые люди, а додуматься до этого не смогли. Этот мальчик умнее вас!» Спрашивает падишах у джигита: «Кто тебе сказал, что жемчужина в гнезде?» «Я сам догадался», отвечает тот. Очень разозлились визири, и решили они джигита погубить. Говорят падишаху: «Этот парень хвастает, что знает все обо всем на свете. Давайте ему покажем 2 жеребцов одной масти. Пусть скажет, который из них моложе, не подходя к ним близко и не разглядывая их зубы». «Ладно», согласился падишах. Подозвал он к себе джигита и сказал ему: «Завтра утром покажем тебе 2 жеребцов одной масти. Скажешь, который из них моложе, не подходя к ним близко и не разглядывая их зубы». «Хорошо», сказал джигит грустно и пошел домой. «Как дела, сынок?» спрашивает его отец. «Отец», отвечает он, «жемчужина действительно оказалась в гнезде, как ты и говорил. Но падишах задал мне на завтра еще одну задачу». И рассказал про жеребцов. «Ладно, сынок, это не очень сложная задача», утешил его старик. «Завтра, когда увидишь 2 жеребцов, тот, что моложе, будет бежать резво и весело, а старый отвернется и уступит ему дорогу». Запомнил джигит слова отца и на следующее утро пришел к падишаху. И визири тут как тут. Привели 2 жеребцов одной масти и одинакового размера. «Который из них молодой, а который старый?» спрашивает визирь. Присмотрелся джигит к жеребцам и видит. Один бежит быстро и играючи, а другой голову опустил, идет медленно. «Вот этот молодой, а этот старый», указал джигит. И еще сильнее разозлились визири и придумали новое испытание. Взяли они 2 одинаковых, гладко обтесанных бревна, сделанных из одного дерева, каждое длиной ровно в сажень, и говорят: «Скажи-ка нам, какое из этих бревен было ближе к корням, а какое ближе к вершине?» Очень расстроился парень и пошел домой. «Как дела, сынок?» спрашивает его отец. «Что сегодня видел?» «Жеребцов различил правильно, получилось, как ты и говорил. Но падишах задал мне на завтра еще одну задачу». И рассказал джигит отцу про бревна. «Ладно, сынок, это не очень сложная задача», утешил его старик. «Попроси опустить их в воду. Когда они поплывут, то, что было ближе к вершине, будет чуть выше, чем то, которое было ближе к корням». Запомнил джигит слова отца и на следующее утро пришел к падишаху. И визири уже там. Сделал джигит все, как сказал отец, и снова угадал правильно. Удивленный падишах спрашивает его: «Скажи, кто учит тебя, как отвечать на мои вопросы?» Джигит отвечает:
Я сам знаю ответы. Нет, не поверил падишах. Ты еще слишком юн для этого. Если не скажешь по-хорошему, брошу тебя в темницу. Делать нечего. Пришлось Джигиту признаться. Есть у меня отец, которому 70 лет. Он и научил меня всему. Тогда и задумался падишах. Видно, и старики нужны на этом свете. Больше не будем изгонять их из нашей страны.